Внученька, внученька, Лизонька. Чего, бабушка? Я здесь. Лизонька, поздно уже. Нет, не хочу я спать, я еще гулять хочу. Лизонька, ну поздно, нагулялась небось. А ты мне сказку расскажешь? Тогда пойду спать. Ой, ну конечно расскажу. А про кого? Про Иванушку расскажи. Ну давай, расскажу. Так, ага, вот какую сказку. Иван меньшой, разумом большой. Ну, значит, слушай. Жили-были старик со старухой. Старик птицу до зверя промышлял, тем и кормились. Много годов они прожили, а добра не нажили. Тужит старуха, сетует. Век свой промаялись, и детей у нас нету. Кто нашу старость покоить станет? Не горюй, старуха. Пока руки гнутся, да ноги носят, сыты будем, и вперед не станем загадывать. Сказал так старик, и с тем на охоту ушел. Ходил по лесу с утра до вечера. Не привелось ему поймать ни птицы, ни зверя. Только домой тронулся, как вдруг рядом поднялась из-под куста большая птица невиданной красоты. Заглянул под куст, а там в гнезде 33 яйца. Уложил старик их за пазуху и пошел домой. Шел, стал у него кушак слабнуть, а яйца из-под пазухи одно за другим выпадать. Как яйцо выпадет, так молодец выскочит. 32 яйца выпали, 32 молодца выскочили, и заговорили все в один голос. Коли сумел нас найти, ты теперь нам отец, а мы твои дети. Пришли домой. Старуха стоит, слова вымолвить не может. Постояла и кинулась стол накрывать. А старик кушак распоясал, и выпало из-за пазухи 33-е яйцо. Выскочил 33-й молодец. Я тоже твой сын, Иван Меньшой. Ночь переночевали, поутру говорит Иван Меньшой. Сумел ты, отец, нас найти, сумей и работу дать. Да какую я, ребятушки, работу дам? Мы со старухой не сеем, не пашем. Ну, на нет и суда нет. Пойдем, люди работу искать. Заработаем, станем свое хозяйство заводить. Отцу с матерью помогать. Шли братья близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, показался впереди большой город. Едет из того города царский дворецкий, поравнялся с ними и говорит. Эй, молодцы, надо траву на царских заповедных лугах выкосить, высушить, в копны сгрести, да в стога сметать. Управитесь ли в 3 недели? В 3 дня справимся. Братья косы наточили и так принялись помахивать, только свист стоит. Пошло дело быстро, к вечеру всю траву скосили. На другой день, как только солнышко обогрело, стали траву сушить, да в копны сгребать, а к вечеру все сено в стога сметали. Приехал сам царь на заповедные луга, стога пересчитал, по лугам походил, нигде стоячей травинки не нашел и говорит. Ну, ребятушки, сумели вы скоро и хорошо мои заповедные луга выкосить, траву высушить, да сено в стога сметать. За это хвалю и сверх всего жалую 100 рублей денег. А теперь сумейте сено устеречь. Повадился кто-то каждый год на этих лугах сено поедать, и никак того вора уследить не можем. Иван Меньшой говорит. Отпусти, царское величество, моих братьев домой, а сено я и один стану караулить. Царь перечить не стал. Братья пошли на царский двор, деньги получили, поужинали и отправились домой к родителям. Иван Меньшой воротился на царские заповедные луга, с вечера на стог забрался, в сено зарылся, лежит, не спит. В ту самую полночь
Вдруг все кругом осветилось, будто солнышко засияло. Выскочила из моря кобылица-златогривица и кинулась прямо к стогу. Кобылица бежит, земля дрожит, золотая грива развивается, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым столбом валит. Караульный изловчился, вскочил ей на спину. Кинулась кобылица-златогривица прочь от сена и понеслась по царским заповедным лугам. Сидит Иван меньшой плетью бьет. Остановилась она, заговорила. Умел ты меня поймать, умел на мне усидеть, да умела укротить. Стану тебе верно служить. Привел ее Иван Меньшой на царский двор, запер в конюшню, показал царю, тот обрадовался. Ну, Иван, хоть ты меньшой, да разум большой, а за верную службу жалую тебя старшим конюхом. С той поры и прозвали молодца Иван Меньшой разумом большой. Вот и он на царской конюшне ночей не спит, за конями ходит. Стали царские кони упитанные и гладкие, царь хвалит, не нахвалится. А старым конюхам завидно, и стали они худой замышлять. Пошел конюх к царю, да говорит: Царь-батюшка, а Иван Меньшой хвалится, будто может достать гусли-самоигры, гусака-плясуна да кота-игруна. Царь приказал кликнуть Ивана Меньшого разумом большого. Так, поезжай, привези гусли-самоигры, гусака-плясуна да кота-игруна. Коль достанешь, награжу, а не достанешь, мой меч, твоя голова с плеч. Стал Иван седлать кобылицу-златогривицу. Она спрашивает: Что, хозяин не весел? Или беда приключилась? Как же мне веселому быть? Царь велел добыть гусли-самоигры, гусака-плясуна да кота-игруна, а я про них и слыхом не слыхал. Ну, то небольшая беда. Поедем к Еге-Егишне, узнаем, где добыть те сокровища. Ехал он близко ли, далеко ли, и заехал в глухой лес. Стоит избушка на курьей лапке, а в избушке баба-яга. Скажи, добрый молодец, по доброй воле сюда заехал, или неволь тебя пригнала, и куда ты подержишь? Отвечает гость: Велел мне царь достать гусли-самоигры, гусака-плясуна да кота-игруна. Кабы ты мне, бабушка, сказала, где их найти, век бы твое добро помнить стал. Ох ты, дитятка, знаю я, где диковины, да взять их трудно. Вот тебе клубочек, куда он покатится, туда и ступай. Приведет он тебя к моей средней сестре, ты клубочек покажи. Она тебя переправит к старшей сестре. Яга-Егишна гостя накормила, напоила. Иван Меньшой поблагодарил бабу-ягу, распростился и отправился в путь-дорогу. Шел день, другой, на третий день подкатился клубок к избушке на воробьиной лапке. Вышла баба-яга, взглянул на клубок. Ох, да ты не чужой, а гость дорогой. Тебя моя меньшая сестра ко мне отправила. Бабушка-яга, подскажи, пожалуйста, где же мне гусли-самоигры достать, гусака-плясуна да кота-игруна? Так они у нашего племянника находятся, Змея Горыныча. Много туда добрых молодцев прошло, а назад никто не воротился. Всех погубил Змей Горыныч. Он сын нашей старшей сестры. Надо попросить, чтобы она тебе помогла, а то не быть тебе живому. Пошлю к ней ворона, птицу вещую, он сестру предупредит. На третий день к вечеру остановился клубок у большого дома. Стоит тот дом на 12 столбах, на 12 камнях. Пес залаял и выбежала на крыльцо бабьяга, старшая сестра. Пса уняла, сама и говорит:
все знаю про тебя, добрый молодец. Прилетела ко мне от средней сестры ворон птица вещая. Как-нибудь твоему горю нужде помогу. Накормила гостя, напоила. Теперь тебе надо ухорониться. Скоро мой сынок Змей Горыныч прилетит голодный да сердитый. Ой, как бы он не съел тебя. Полезай в подполье, сиди там, покуда не позову. Вдруг все кругом зашумело, загремело, дом ходуном заходил. Улетел Змей Горыныч. Чую, русской костью пахнет. Что ты, сынок? Ты сам по свету летал, там русского духу и набрался. А сама хлопочет, на стол собирает. Выпил Змей Горыныч вино, быком закусил. Эх, мать, с кем бы мне позабавиться? Хоть бы в карты в дурака сыграть. Нашла бы я, сынок, с кем тебе позабавиться. Да боюсь, как бы ты чего худого не сделал. Зови, не бойся, никому вреда не сделаю. До смерти охота мне потешиться, поиграть. Баба-Яга отворила погребицу. Поднимись, Иван Меньшой, разум большой, у вашего хозяина, поиграй в карты. Сели за стол. Говорит Змей Горыныч. Станем играть так. Кто кого обыграет, тот того и съест. 3 ночи подряд играли. Баба-Яга гость помогала. И обыграл Иван Змей Горыныч 3 раза. Оставил в дураках. Ох, добрый молодец, не губи, не ешь меня. Я тебе какую хочешь службу сослужу. Ладно, Змей Горыныч, обыграл я тебя 3 раза. Коли отдашь мне 3 диковинки, гусли самоигры, гусака-плесуна, да кота-игруна, на том и поладим. С радостью отдам диковинки. Я себе еще лучше достану. Предложил Змей Горыныч Ивана Меньшого до места доставить. Ну вот взял Иван Меньшой разум большой свои диковинки, с Бабой-Ягой просился, подхватил его Змей Горыныч и взвился под облака. Часу не прошло, как спустился Змей Горыныч возле избушки младшей Бабы-Яги. Хозяйка на крыльцо выбежала, с радостью гостей встретила. Иван Меньшой разумом большой мешкать не стал, оседлал свою кобылицу Златогривицу, с Бабой-Ягой младшей сестрой да с Змеем Горынычем распрощался и отправился в свое государство. Привез все диковинки в целости и сохранности. А у царя в ту пору сидели в гостях 3 царя с царевичами, 3 короля с королевичами, да министры с боярами. Добрый молодец зашел в горницу и подал царю мешок с диковинками. Обрадовался царь. Ну, Иван Меньшой разум большой, сумел ты мне эдакую службу служить. Я хвалю за то и жалую. Был ты старшим конюхом, а теперь тебе быть моим царским советником. Бояре да министры поморщились, промеж себя перемолвились. Сидеть рядом с конюхом? Поругание нашей чести, эко царь-батюшка вы. А Иван Меньшой разумом большой вынул из мешка первую диковинку гусли самоигры. Заиграли гусли. Достает вторую диковинку кота-игруна. Стал кот-игрун на балалайке тоненько тренькать. А когда уж достал Иван из мешка и 3-ю диковинку, гусака-плесуна, и пошел тот приплясывать, то такое во дворце пошло веселье, на месте усидеть нельзя. Все знатные гости ударились в пляс. Время идет, а они пляшут и пляшут. У царей да королей короны сбились на бекрень, царевичи да королевич карусели в присядку носятся, министры да бояре потом обливаются, поойкивают. Остановиться никто не может. Царь рукой машет. Ах, Иван, останови забаву.
совсем упарились. Добрый молодец диковинки в мешок склал, и сразу все стихло. Гости кто куда повалились, отдуваются. Царь рад радеханик, ни у кого таких редкостей нету. А бояре с министрами переговариваются. Эдак скоро простой мужик-деревенщина станет первым человеком в царстве. А нас со света сживет, коли мы от него не избавимся. Вот на другой день собрались министры с боярами, да стали думать, как же Ивана извести. Да придумали послать его Алену, прекрасную царевну, сватать. Думает, уедет туда, назад-то не воротится. Пришли они к царю, да говорят: С умом ты, царь-государь, нового царского советника сыскал. Эдакие диковины сумел достать. А теперь похваляется, что может Алену, прекрасную царевну, похитить, да сюда привести. царь с трона соскочил. А и правда, совсем из головы выскочила. Вот кого надо послать Алену прекрасную царевну доставать. Позвал царь нового своего советника Ивана Меньшова и говорит: Поезжай за 3-9 земель. В 30-е царство привези мне невесту, Алену прекрасную царевну. Привезешь, дам тебе город и министром поставлю. А не привезешь, велю голову отрубить. Ой, вышел Иван Меньшой разумом большой от царя в печали, в большом раздумье. Стал кобылицу златогривицу седлать, а она спрашивает: Что хозяин задумался? Или какая беда невзгода над тобой? Да вот, посылает меня царь невесту Алену, прекрасную царевну, доставать. Ну, тут беды большой нет. Я помогу, и как-нибудь дело справится. Ехали долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли. Стоит на пути высокая ограда. Кобылица златогривица легко через ограду перескочила, и очутился молодец в царском заповедном саду. Говорит кобылица златогривица: Я обернусь красивой яблоней с золотыми яблоками, а ты повались возле меня и ухоронись. Завтра выйдет Алена, прекрасная царевна, в сад погулять, и захочется ей золотое яблочко сорвать. Подойдет близко, ты не зевай, хватай царевну, а я буду наготове. Скорей садись с царевной на меня. Коли оплошаешь, ни тебе, ни мне в живых не быть. На другой день утром вышла Алена, прекрасно царевна, в заповедный сад погулять, увидела яблоню с золотыми яблоками и крикнул своим мамкам, нянькам да сенным девушкам: Ах, какая яблоня красивая и яблоки золотые! Стойте тут, ждите меня, я сбегаю, хоть одно яблочко сорву. Только подбежала, как выскочил Иван Меньшой, разумом большой, ухватил Алену, прекрасную царевну, за руки, и в ту же минуту яблоня обернулась кобылицей златогривицей, вскочил добрый молодец в седло, и Алену, прекрасную царевну, подхватил. Тут только их мамки-няньки да сенные девушки и видели. Алена, прекрасная царевна, его спрашивает: Скажи, Иван Меньшой, разумом большой, для себя ли ты похитил меня или по чьему приказу? Велел мне достать тебя наш царь. Алена, прекрасная царевна, руки заломила и крикнула: Да ни в жизни я за такого старого замуж не пойду! Не видать ему меня, как своих ушей! Доброму молодцу те речь по душе пришлись. Ничего ей не сказал, а про себя подумал: Вот как бы мне такая жена досталась. Ну, тут в скором времени показалась своя земля. Царь уже на красном крыльце дожидается. Не успел Иван Меньшой на царский двор заехать, как сбежал царь с крыльца, Алену, прекрасную царевну, да белые руки взял и говорит: Сколько годов я сватов засылал, все отказывались. А теперь уж придется со мной под венец идти. Усмехнулась Алена. Ты бы, царское величество, мне с дороги хоть отдохнуть дал, а потом уж и о свадьбе разговор завел. Мамки, няньки да сенные девушки увели Алену, прекрасную царевну, в терем. А царь-то и говорит: Молодец, Ваня! За эдакую службу быть тебе моим главным министром.
и жалую тебе еще 3 города. Не терпится старому царю, охота поскорей свадьбу сыграть. А Алена, прекрасной царевна, и говорит: Ни в какой карете, кроме как своей, под венец не поеду, и никаким иным перстнем, кроме своего, обручаться не буду. А где ж они? Перстень в коробке, коробка в карете, а карета на дне моря океана близ острова Буяна. И покуда не достанешь, о свадьбе и не заговаривай. Царь позвал Ивана и говорит: Коль приведешь перстень, да карету, я тебе 3 царства отпишу. А не привезешь, голову отсеку. Стал Иван кобылицу седлать. Спрашивает она. Куда хозяин собрался? Рассказал Иван Меньшой. А кобылица отвечает: Эта служба потруднее всех будет. Я спущусь на дно моря океана и привезу карету. Если морские кони не увидят, а уж коли увидят, загрызут. Иван Меньшой разумом большой задумался. Думал и придумал. Пошел к царю и говорит: Дай мне царское величество 12 воловьих кож, дай 12 пудов просмоленной веревки, 12 пудов смолы, да котел. Этого добра бери сколько надо, да торопись службу исполнять. Нагрузил молодец кожи, веревку, смолу да большой котел на телегу, запряг кобылицу златогривицу и отправился в путь. Приехал Иван Меньшой на морской берег и стал кобылицу златогривицу кожами укрывать, веревкой просмоленной увязывать. Если кони морские увидят, да накинутся, не скоро до тебя зубами доберутся. Иван Меньшой 12 воловьих кож умотал, 12 пудов веревки просмоленной увязал, потом стал смолу разогревать, да той смолой заливать. 12 пудов смолы на кожу да веревку вылил. Вот теперь мне кони морские не страшны. Сиди на лугах и ожидай меня 3 дня. В гусли играй и глаз не смыкай. Тут она кинулась в море и скрылась под водой. Остался Иван Меньшой разумом большой один на морском берегу. День прошел, другой прошел. Не спит молодец, в гусельц поигрывает, на море поглядывает. На 3-й день стало ко сну клонить, и гусельцы его не развлекают. Крепился. А тут как выскочить на берег кобылица златогривца с каретой. 6 морских коней висят по бокам, увязли в смоле, да в веревках зубами. Добрый молодец спутал им ноги, схватил плеть и стал учить уму-разуму. Взмолились кони. Не бей, добрый молодец! Будем слушаться и станем тебе верно служить! Придет беда, выручим тебя! Запряг Иван всех коней, в карету поехал домой. Подкатил к царскому красному крыльцу, кобылицу златогривицу до коней морских в конюшню поставил, а сам пошел к царю. Бери, царское величество, карету со всем приданным, у крыльца стоит. Царь ему и спасибо не сказал. Достал коробку и понес Алене, прекрасной царевне. Сказывай, когда станем свадьбу играть? Повенчаться-то я согласна. Да не хочется мне, чтобы ты, такой старый да седой, со мной под венец шел. Вот кабы ты помолодился перед свадьбой, все бы у нас ладно было. Спрашивает царь. Научи, как из старого молодым стать. Надо найти 3 больших медных котла. В первый дополна молока налить, в другой и в третий студеной ключевой воды. Котел с молоком да 1 котел с водой нагреть, и как закипит ключом молоко да вода, кидайся сперва в молоко, потом в горячую воду, а уж потом в студеную. И выйдешь молодым да пригожим, будто 20 годов. Пошел царь и велел все приготовить. А как закипели ключом молоко да вода, задумался царь и велел крикнуть Ивана Меньшова. Выкупайся в этих 3 котлах. Добром не станешь, силком заставлю, а за упрямство на казнь отправлю. В ту пору Алена, прекрасная царевна, прибежала и шепнула доброму молодцу.
Перед тем, как в котел нырнуть, дай знать кобылице-златогривице да морским коням, и потом купайся безо всякой опаски. Иван Меньшой, разумом большой, поглядел на царя. Ладно, потешу тебя последний раз. Позволь только взглянуть еще раз на кобылицу-златогривицу. Пошел Иван на конюшню, коням все рассказал, а те ему говорят. Как услышишь, мы все вместе всхрапнем до 3 раз. Смело ныряй и ничего не бойся! Воротился Иван, и вот, слышит, кони всхрапнули раз, другой и третий. Тут добрый молодец болтых в котел с молоком вынырнул, да из первого котла прямо в котел с кипятком кинулся, а потом в студеной ключевой воде окунулся и вышел из котла таким пригожим да красивым, что нельзя описать, только в сказке рассказать. Царь, глядя на него, больше раздумывать не стал, прыгнул в котел с молоком, да там и сварился. Тут Алена, прекрасно царевна Ивана, за белые руки взяла, обручальный перстень ему на палец надела, сама усмехнулась и промолвила. Похитил ты меня по царскому приказанию, а теперь нет царя в живых. Хочешь, назад вези, а хочешь, у себя оставь. Иван прекрасную царевну суженой назвал и надел ей на палец свое колечко. В скором времени отец с матерью да 32 брат приехали. Свадьбу сыграли, пир отпировали. Иван Меньшой, разумом большой, сел на царский престол, стал тем государством править. Долго правил и мудро, и нигде не было царицы умнее, краше да веселее, чем Алена прекрасная. Бабушка, какая сказка хорошая! Видите, моя бабушка рассказывала.